Оля. Оля, тебе привет от Александра Астаховой. Оля, Спасибо, привет. Оля. Привет, привет, Оля. Ольга, молодец ты. Мы с тобой, Ольга. Оля. Ольга, мы с тобой. Помню Ольгу Юрьевну, значит, окончательно тогда в виде 12 лет лишения свободы. Буквально тогда колония общего режима с ограничением свободы 1 год, лишение права занимался деятельностью административных сайтов, электронных информационных сетей, в том числе сетей интернет, с лишением права заниматься организацией проведения массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурных, спортивных собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетированным участниками срока на 5 лет. После ограничения наказания в виде лишения свободы, порядка исполнения наказания в виде ограничения свободы, соответствие 53 УК, установить формулировать следующие ограничения. Не ходите дома по месту жительства в ночное время с 22 до 6 часов по повестному времени. Не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбытия лишения свободы. Не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа. И конституционному закону, который противоречит нашему основному закону Конституции, в частности статье 29, которая предоставляет всем гражданам право на свободу мысли и право на свободу его выражения, Ольга, как журналист, распространяла информацию среди определенного круга людей, для которых она была авторитетом, и люди хотели получить эту информацию и каким-то образом знать не только со слов власти и прикормленных средств массовой информации, но и от тех, кто объективно готов освещать общественно-политическую ситуацию. И вот на этом фоне срок 12 лет, который получают не все убийцы. Убийцы даже нескольких человек, не все получают сроки подобные 12 годам. Мне, знаете, стыдно, как юристу, профессионалу, как человеку в советское время проработавшему не 1 год судьей, стыдно сегодня за этот приговор. Мне лично стыдно, потому что морально-нравственную ответственность за то, что произошло с судебной системой, и она превратилась в карательную систему, которая действует вопреки Конституции Российской Федерации, за это и я в какой-то мере себя, как юрист-профессионал, более 50 лет являющийся таковым, считаю ответственным.